утро всем, кто начинает свой день вместе с программой «Утро Якутии» на телеканалах «Якутия-24» и НВК «Саха». На календаре последний день календарной осени, 30 ноября. И это утро с вами встречаем мы, Руслан Ачиров и Полина Долинская. Дорогие друзья, как вы думаете, как ощущает себя в нашей холодной Якутии коренной мексиканец? Что необычного и интересного увидел здесь тот, кто уже объехал полсвета? Об этом мы узнаем из первых уст у нашего сегодняшнего гостя, актера, сотрудника канала RT Español, ведущего программы «Список Эрика Фонсека». А также мы узнаем, как наши нерюнгринские коллеги побывали на конкурсе красоты и талантов среди мамочек столицы Южной Якутии. А коллеги из майского филиала расскажут о том, как изготавливались ледовые скульптуры, которые будут радовать пассажиров железнодорожного вокзала в Нижнем Бестяхе. Ну и, конечно же, вас ждут постоянные любимые рубрики. Вы можете создавать этот эфир вместе с нами по нашему номеру WhatsApp 8 914 273 44 88. Вы всегда можете отправлять свои вопросы нашим гостям, либо рассказывать, как проходит ваша рабочая неделя. Ну и, конечно же, поздравлять со значимыми датами своих родных, близких, знакомых. И все это будет звучать в прямом эфире. Ну и наша страница в Инстаграме «Утро Якутии». Подписывайтесь, ставьте лайки, узнавайте анонсы будущих программ и следите за последними новостями. Ну а мы всем желаем доброго утра и начнем с рассказа о погоде. По данным Якутского гидрометеоцентра, в 6 часов утра температура воздуха в центральных районах составила 30-33 градуса мороза. В заречной группе 24 в это утро в Итыккёле и минус 39 в Хандыге. В южных 24-39 со знаком минус, в Вилюйской группе 27-39. В Нижнеленских 25-32 со знаком минус, в западных 25-31 градусов мороза. В Колымо-Индигирской группе Улусов в это утро на Белой горе минус 23. И более прохладно в Уснере минус 42. В Янских минус 26, минус 42. На северо-западе также прохладно. 31-41 градус мороза. В городе Якутске температура воздуха на 6 часов утра составила 31 градус ниже 0. Атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба. Ветер северо-восточный, дует со скоростью 1 метр в секунду. В течение дня синоптики обещают нам небольшой снегопад. Ветер северо-западный подует с порывами от 1 до 4 метров в секунду. Днем 26-28 градусов мороза. Ощущается, что уже завтра первый день зимы? Ну, как говорится, да, зима начинается в Якутии, а точнее она у нас уже второй день активно вступила в свои права в Уснере. Но мы будем, друзья, надеяться, что самое главное, это, конечно же, погода в доме, хорошее настроение, горячие и любящие сердца. И будет тогда вам тепло в любую погоду. Ну а сегодня у нас 30 ноября, и во многих странах он отмечается как Всемирный день домашних животных. Поэтому, если у вас есть рядом сейчас домашние питомцы, поздравьте их с профессиональным праздником. Этот праздник посвящен всем одомашненным человеком животным и служит напоминанием всему человечеству об ответственности за братьев наших меньших. Неудивительно, что девизом этого дня стали слова маленького принца из произведения Антуан де Сент-Экзюпери «Ты навсегда в ответе за тех, кого приручил». И, конечно, эти слова обращены ко всем людям. Идея проведения этого актуального в наши дни праздника впервые прозвучала еще в 1931 году на Международном конгрессе сторонников движения в защиту природы во Флоренции. А тогда различные экологические организации и природоохранные общества заявили о готовности организовывать разнообразные массовые мероприятия, направленные на воспитание в людях чувства ответственности за все живое на планете, в том числе и за домашних животных. Вот такой вот добрый праздник. Ну и, друзья, давайте узнаем, какие еще интересные события произошли в этот день, 30 ноября. На календаре 30 ноября. Сегодня отмечают Международный день защиты информации, Всемирный день защиты животных, Всемирный день слонов, День держания хвоста трубой и носа морковкой,
По народному календарю в этот день чтут память святителя Григория Чудотворца, епископа Неокисарийского. Традиционно в этот праздник кувыркались в свежем снегу и прославляли солнце. Существовал обряд катания колеса. Если оно катилось далеко, то зима ожидалась суровая. Если часто падало, то морозом суждено было сменяться оттепелями. Если в этот праздник погода пасмурная, то зимой будет мало солнечных дней. События в этот день. Галилео Галилей составил первую карту лунной поверхности. Состоялась битва при Нарве между русской армией Петра I и шведской армией Карла XII. В Англии в этот день осуществлена первая в мире операция по переливанию крови от человека к человеку. В этот день состоялось Синопское морское сражение во время Крымской войны, в котором русская эскадра под командованием вице-адмирала Нахимова разгромила численно превосходящую турецкую эскадру и обеспечила господство русскому флота на Черном море. В артистическом подвале «Бродячая собака» состоялось первое публичное выступление Владимира Маяковского. В Луганске выпущен первый тяжелый грузовой паровоз серии «Феликс Дзержинский». Телекомпания CBS первой в мире начала использовать видеокассеты для выпуска передач в эфир. СССР запустил АМС-Зонд-2 к Марсу. В этот день по приказу Бориса Ельцина было утверждено изображение государственного герба России – двухглавый орел на красном фоне. В этот день родились Джонатан Свифт, английский писатель и политический деятель. Оливер Фишер Винчестер, американский изобретатель и производитель стрелкового оружия. Марк Твен, американский писатель, журналист. Уинстон Черчилль, британский государственный и политический деятель, нобелевский лауреат. Виктор Драгунский, советский писатель. Вячеслав Невинный, советский и российский актер театра и кино, народный артист СССР. Светлана Жильцова, советская и российская телеведущая, диктор телевидения, заслуженная артистка РСФСР. В Якутии сегодня отмечают День хомуса. Именины сегодня отмечают Ян, Михаил, Иван, Захар, Григорий, Геннадий, Виктория. В рамках фестиваля «Зима начинается» в Якутии наша республика встречает гостей со всего мира. Фестиваль стал уже одним из брендов нашего региона и, конечно, каждый год притягивает к себе все новых и новых друзей. Нынешний год не стал исключением. Вот уже несколько дней в Якутске работает съемочная бригада телеканала RT. И сегодня у нас в гостях мексиканский актер и ведущий программы «Список Эрика» Эрик Фонсека и режиссер телеканала Russia Today Оксана Моргунова. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Вы уже несколько дней находитесь в Якутске. Подскажите, что вас больше всего удивило? Ну, вообще, меня удивили, насколько город живой. Потому что всегда, когда нас покажут Якут или такие города, всегда нам покажут какие-то серии, кадры. И на самом деле это не так. Я вчера гулял по улице, пошел купить какие-то вещи в магазине, и меня удивили, насколько все двигается, народ туда-сюда, машины туда-сюда. Меня очень впечатлили, на самом деле. Очень интересно. Эрик, вот вы второй раз приезжаете в Якутию, первый раз у вас был в Ваймиконе, вам Да. как бы есть сравнить и по погоде, и как бы с отношением людей к вашему приезду. Оксана, вы в первый раз? Да, я в первый раз в Якутии. Сложно выделить какой-то один элемент, который меня бы удивил больше всего. Я каждый день удивляюсь. Но больше всего, наверное, меня удивило то, что у вас культура очень живая, у вас все по-настоящему. То есть мы делаем передачу про, такую туристическую передачу про культуру, про ваши традиции. И люди делают это не на камеру. То есть если бы нас не было, люди бы продолжили это делать. Допустим, вчера мы снимали, позавчера, «Игры народов Севера», которые нам провели замечательные просто люди из Дома дружбы народов. Мгм. И в рамках этих игр был обряд приобщения к огню молодого поколения. Мы думали, что они для нас делают на камеру. Нет, это настоящий обряд, они бы его так и так провели. И все у вас так. Меня это поражает больше всего. Да. Что нет никакой игры, все очень по-настоящему. Кухню якутскую уже пробовали? Пробовали. Конечно. Ну, что вы больше всего выделили? Ой, я фанат просто всей рыбы. Индигирка, строганина, я не знаю, как я буду жить в Москве без Это очень этого. вкусно, да. То есть вы впервые попробовали здесь? Да. Мы попали на открытие гастрофестиваля в усадьбе Атласов. И там нас угощали очень странными вещами, которые можно попробовать, мне кажется, только в Якутии. Губы лося, мозг оленя, я не знаю,
Я, наверное, в другом месте никогда бы не рискнула это попробовать, но очень вкусно, очень-очень. А примерно предполагали, когда вам сказали, что вы отправляетесь в Якутию, вот что вас ожидает здесь? Ну, мы ожидали холод. Да, только холодно. Готовили только к холоду. Я, наверное, взяла все свои теплые вещи. Сейчас я понимаю, как я ошиблась, потому что мы уже ходим без шапки, без варежек. Все здесь очень Это тепло. очень рискованно, но у Да. нас все равно сейчас тепло. Ну, у нас, кстати, были в гостях наши гости из Южной Кореи. Ага. У них, наоборот, другая ситуация была. Они думали, что будет Недооценили теплее. морозы. Да, и пришлось им зимнюю одежду здесь даже покупать. О чем вы в первую очередь хотите рассказать о Якутии, особенно для тех, кто здесь никогда не был? Ну, я уже это сказал, что хотел бы передавать вот это ощущение, когда ты гуляешь по улице и общаешься с людьми, и как они очень теплые, тебе принимают, насколько все хотят с тобой говорить. Нет, первый день мы снимали на улице, и я общался с другой латиноамериканцем, который здесь живет, колумбиец, и просто ходили по улице, и какой-то парень остановились и сказали: «Вау, вы откуда?» И начали вот общение. Мне очень понравилось такой открытый человек. Мне очень понравилось. И хотел вот это передавать, что здесь есть очень много людей, которые хотят общаться, такие открытые, такой теплый тебя принимают. Эрик, Оксана, вы объездили, наверное, уже полмира, да, то есть с передачами, видели очень много экзотических мест. Вот с каким экзотическим местом вы могли бы вот сравнить Якутию, вот по вашим ощущениям? Несколько, это место уникальное. Уникальное. Уникальное место. Да, мне кажется, здесь не очень правильно сравнивать с чем-то, потому что у вас уникальная просто культура, уникальная республика. Будет очень неправильно сравнивать с чем-то еще. Эрика, вы могли бы сравнить, либо найти что-то общее, либо явные отличия Мексики и Якутии? В общем, люди очень теплые, да, а еда нет, не похожа, но здесь очень вкусно, конечно. Иногда очень немножко острый, кажется, может это, что еще? Даже острее, чем мексиканская кухня? Ну нет, это совсем чуть-чуть острый здесь. И это мне, конечно, очень понравилось и удивил. Что-то вообще нет, не могу найти. Эрик, у нас на телеканале вот есть передача «Испытано на себе». Мы с Полиной ее ведем и испытываем разные профессии, разные, допустим, какие-то увлечения. Вот. Что вы планируете испытать на себе вот в Якутии или уже испытали? Мы планируем, что? Ну, у нас сегодня будет съемка, когда будем помогать людям доставить лед. Питьевой лед. Да, питьевой лед, который Руслан вас может проконсультировать буквально недавно. Он также на заготовке Нет, участвовал. Именно вот это будем снимать. Да, да, здорово, это очень интересное как бы такое мероприятие. Но я думаю, что Эрику лучше не спойлерить, да, то есть не рассказывать. Это ничего, хорошо, да. Чтобы это было все в первый Мне раз. нравится, что будем помогать старики, которые не смогут это доставать, питьевой лед. И именно вот это мероприятие мне очень нравится, как это по душе. А уже талую воду попробовали? Нет, мы еще не сталкивались. Мы сегодня едем в поселок Тулагина. Там есть пожарная бригада, которая занимается такими добрыми делами. Они заготавливают лед для тех, кто сам это сделать не может по каким-то причинам. И мы сегодня будем в этом добром деле участвовать и рассказывать о нем. Как долго времени вы планируете провести в Якутии и какие, может быть, наши стандартные маршруты, те же самые Ленские столбы, Вусы, что-нибудь? Что еще будет у вас в программе? Да, что вы собираетесь посетить? Мы в Якутске до 6 декабря, потом мы летим в Мирный на 2 дня, будем снимать передачу про алмазы. Мы не ищем стандартных путей. У нас свой маршрут, мы Мы хотим... тоже были в Мирном как раз с программой «Утро Якутии». Тоже можем рассказать вам кое-что. Мы бы, конечно, очень хотели доехать до Ленских столбов, но мы пока не понимаем, как это сделать, потому что переправа еще не открыта. Если мы найдем способ, то мы обязательно туда поедем. Но быть в Якутии и не рассказать про Ленские столбы, это просто преступление. Скажите, а как вам вообще сама идея фестиваля «Зима начинается в Якутии»? Она действительно начинается только в Якутии? Или, может быть, вам же есть с чем сравнить? Ну, в Москве дождь идет. Снега нет В практически. Москве новогоднее настроение где-то за 2 недели до начала, наверное, Нового года. В Москве новогоднее настроение появится после Нового года. Когда... после Нового года. Да, когда в конце января выпадет снег.
Эрик, вот что вы можете сказать про фестиваль этот? Да, мне сейчас очень тоже понравилось, что везде есть какие-то мероприятия, где можно смотреть, как происходит. Но очень правильно Оксана сказала, что впечатляет, насколько это живое, насколько это настоящее. Не только для камеры, для нас. Это очень впечатляет. И оленина еда каждый день, и лошадка это жеребятина. Все то, что происходит здесь, очень по-настоящему. А когда мы сможем все это увидеть, и сколько будет передач у вас отснято, и какой у них будет хронометраж? У нас будет 3 передачи по 26 минут. Первая передача у нас будет 24 декабря, как раз в канун католического Рождества. Мы же у нас главные наши зрители в Латинской Америке живут, вот мы для них делаем передачу новогоднюю. Вторая передача у нас выйдет 14 января, и 28 января мы будем рассказывать про добычу алмазов. Наверняка же у вас есть знакомые, ваши земляки, которые по-прежнему живут в Мексике. Как они отреагировали, узнав, что вы едете в Якутию? Они в восторге, они каждый день мне 1000 вопросов задают. Почему ты туда пошел, зачем, так очень холодно, там что ты там делаешь, зачем там люди живут. И когда я покажу, как здесь живется, они впечатлены. Невероятно, что здесь все двигается. А есть? Кстати, бывает ли в Мексике снег? Есть. Бывает? Да, бывает. Но именно не в столице, есть какие-то определенные места, где есть снег, конечно. Да. То есть снег для вас не новое, это что-то? Но не каждый мексиканец видел снег. То есть я думаю, что фотографии ваши, допустим, в Инстаграме, в том же, прям, наверное, вызывают бурю эмоций. Буря эмоций это когда я покажу минусы, сколько мы находимся, минус 30. Первый день был минус 33, и они были все в восторге, типа, вау, так здорово, так уникально. И спроси это, а как там, что они едят и так далее. Куча вопросов, каждый день. Ну, я думаю, наравне с вашими друзьями, также наши телезрители, наши земляки будут ждать выпуска этой программы, чтобы вот действительно посмотреть на свой родной край именно вашими глазами, в ваших восприятиях. Но мы тоже будем все это ждать. И успехов вам желаем. Большое спасибо, что вот вы нашли время, чтобы к нам прийти. Спасибо. Спасибо вам, и вам желаем отличных съемок, прекрасных выпусков. Спасибо большое. Сердце печь. Махтал. В Северо-Восточном федеральном университете внедрят технологии получения эмбрионов животных для клонирования. В 2019 году для этих целей при помощи развития Абу-Даби было приобретено научное оборудование на сумму в $500 000. Подробнее об этом и других новостях расскажет наш новостной обозреватель Кристина Якупова. Кристина, доброе утро. Доброе утро, коллеги! Доброе утро, Якутия! В Северо-Восточном федеральном университете внедряют технологии получения эмбрионов животных для клонирования. Завершают работы по установке и инсталляции оборудования для клеточных работ. Данное оборудование было приобретено при помощи Фонда развития Абу-Даби. В планы исследования входит внедрение методов культивирования клеток животных, а также технологии получения эмбрионов животных инвитро методом переноса ядер соматических клеток на базе Северо-Восточного федерального университета. Напомним, в 2019 году СВФУ подписал меморандум о взаимопонимании по проекту изучения клеток и ДНК древних животных мамонтовой фауны. На проведение научно-исследовательских работ было выделено $500 000 США. В рамках проекта было закуплено все необходимое оборудование. В рамках нашего научного проекта «Возрождение мамонта и других ископаемых животных», проводимого совместно с южнокорейскими коллегами, Фондом развития Абу-Даби нам было выделено грантовое финансирование для проведения наших исследований. Было закуплено лабораторное оборудование для проведения клеточных исследований. И в том числе с помощью этого оборудования будет возможно проводить клонирование животных. Сотрудники нашей лаборатории, а также молодые ученые, аспиранты имеют возможность проходить научную стажировку в Центре биотехнологических исследований в Объединенных Арабских Эмиратах.
Якутская кинокартина «Надо мной солнце не садится» Любови Борисовой стала лучшим фильмом кинофестиваля стран БРИКС в Гоа. Фильм разделил победу с южноафриканской работой «Баракат». Кинофестиваль прошел совместно с 52-м индийским международным кинофестивалем. Отметим, что на фестивале были представлены и другие российские фильмы «Доктор Лиза», «Одесса» и Т-34. Ориентация на север и на Арктику. О значимости Якутии для изучения и освоения арктической зоны страны обсуждают на межрегиональном форуме «Новая Евразия. Арктический вектор». Форум на территории региона проходит впервые. В этот раз участники ставят вопросы освоения и развития арктической зоны страны и мира. Так, по словам участников мероприятия, Якутия может стать ведущим регионом развития культуры в Арктике. В рамках форума организована работа 2 секций. Это площадка по вопросу развития туризма в регионе и в стране, а также площадка по вопросам освоения труднодоступных территорий и развития гражданской авиации. Помимо этого, актуальным остается вопрос межэтнических отношений и развития евразийского сотрудничества. По итогам работы форума будут разработаны ряд конкретных инициатив и проектов. Вот это все происходит сейчас на форуме, живой обмен идеями, такая фабрика мысли в реальном режиме времени. Вот сейчас мы просто очень богатое общение и обмен идеями происходит. И я думаю, что результатом этого будет некая общая стратегия, движение будет приобретать материальные формы, да, то есть это будет становиться подспорьем и для лиц, принимающих решения. И я надеюсь, что оно будет становиться все более широким, охватывать разные регионы, но при этом, конечно же, Якутия вот будет одним из первопроходцев, где впервые все это озвучивается, где впервые это все происходит в настоящем времени. Большое спасибо, Кристина. Доброе утро всем, кто начинает свой день вместе с нами, а также тем, кто только присоединился. Очень приятно, друзья, что в этот ранний час вы не просто не спите, вы еще и смотрите наши эфиры. И вот прямо на номер WhatsApp нам отправляют наши телезрители доброе утро и хорошие пожелания. По номеру 8 914 273 44 88 вы также можете создавать это утро с нами. Слушай, ну а мне сейчас хочется что-нибудь забубенить. Что ты имеешь в виду? Ну, забубенить, это, мне кажется, такое слово, которое обозначает что-то такое громкое и экстраординарное. Ну, либо, например, забубенить макарошки. Как думаешь? Ну, я бы думаю, что жители Ржева, они бы подумали, что ты хочешь прокиснуть. Так что давай мы лучше посмотрим нашу постоянную рубрику «Говорим правильно», узнаем истинное значение этого слова, ну и потом подумаем, что мы будем бубенить сегодня или нет. Доброе утро, дорогие телезрители! В разговорной речи, в неофициальной речи, о человеке буйном, беззаботном мы можем сказать «забубенный». А о крепком вине или о крепком табаке можно сказать «забубенистый». Эти прилагательные образованы от очень интересного глагола «забубенить» или «бубенить». Этот глагол, конечно, он не литературный, он разговорный и имеет значение делать что-то с размахом, ярко, эффективно. А в словаре Владимира Ивановича Даля он еще и имеет такое значение, как трезвонить по городу, распускать вести. Кроме того, у этого глагола есть очень интересные значения, которые появляются только в определенной территории. Так, псковичи говорят, употребляют такой глагол для того, чтобы обозначить заговорить. А жители Твери или Ржева прокиснуть или проквасить. Такие территориальные различия в значении называются диалектными. Давайте говорить правильно. Завершился 3-й конкурс ледовых скульптур «Новогодняя фантазия» на призы акционерной компании «Железной дороги Якутии», приуроченных к 45-летию прихода железной дороги в Якутию, 10-летию укладки золотого звена на станции Нижний Бестях, ну а также к 75-летию почетного гражданина республики, заместителя генерального директора АО АК ЖДЯ Дмитрия Трофимова. О подведении итогов мы узнаем в следующем сюжете.
На железнодорожной станции Нижний Бестях конкурс ледовых скульптур собрал мастеров своего дела. В течение 2 дней мастера воплощали в жизнь свои ледовые проекты. Несмотря на якутские суровые условия, виртуозы превращали огромные глыбы льда в произведение искусства. Конкурс проводится уже 3-й год и стал традиционным. Идея конкурса была зарождена генеральным директором акционерной компании «Железные дороги Якутии» Василием Владимировичем Шемохиным. Хочется отметить, что в этом году он прошел немножко быстрее, не 3 дня, но качество от этого не пострадало. И то, что мы в какой-то степени отобрали только лучших участников, которые в этом году приняли участие в конкурсе, это тоже, наверное, правильно, потому что не всегда количество становится лучшим фактором. Я надеюсь и даже, можно сказать, больше уверен, что этот конкурс будет продолжаться ежегодно, и в дальнейшем мы ждем участников с более, может, высокими идеями, более широким охватом не только железнодорожной тематики, но и тех процессов, которые проходят у нас в стране и в республике. В конкурсе «Новогодняя фантазия» приняли участие команды из Наамского, Усть-Алданского и Мегино-Кангаласского районов. Всего приняло участие 5 команд. В этом году участников собралось 5 команд. Все они достойно выступили. Они все мастера высокого класса. И вот их творения будут украшать привокзальную площадь станции Нижний Бестях. Жюри оценивало качество, мастерство участников. Определить победителя всего, что было воплощено изо льда, было сложно, но выбор был сделан. По итогам конкурса абсолютными победителями стали участники с композицией «Золотое звено» из Наамского улуса, родные братья Анатолий и Василий Аргуновы, и получили главный приз конкурса – 150 тысяч рублей. Решили сделать «Золотое звено» соединения железной дороги с Якутском. Спасибо отцу, он приучил нас с детства, уже более 10 лет уже прошло. Василий Артемьевич зовут, Аргунов. Он мастер ледовой скульптуры. По итогам 3-е место заняла команда Мегино-Кангаласского района и получили денежный приз 90 тысяч рублей. Вторыми вышли команда Наамского и Усть-Алданского района и награждены денежным призом в сумме 120 тысяч рублей. Также участникам были вручены специальные призы. Произведения искусства, прекрасные фигуры изо льда будут украшать привокзальную площадь станции Нижний Бестях. Гульнара Амосова, Мегино-Кангаласский район. Ну вот, кстати, друзья, вчера к нам также приходили в гости ледорубы. Да? Мастера ледовых скульптур, которые преподнесли нам очень необычный подарок. Они нам принесли уточку, которую они смастерили в это утро изо льда. Кстати, Руслан, ты ее забрал? Куда ты ее дел? Да, мне стало ее немного жалко, потому что она стала таять. Она была очень красивая. И я, в принципе, сейчас даже, наверное, на видео покажу, что я с ней сделал. Значит, у меня автомобиль находится постоянно, ну, не в гараже и без портативного. Ой, вот она. Да. Я ее приклеил на капот и вот так вот с ней вот вчера ездил. Вот это я еду с работы. И, в принципе, сегодня тоже есть у меня видео подтверждение. Может быть, я буду ежедневно выкладывать, да? До весны, пока не потеплеет, вот, да? как видите, сегодняшний день, 6:30 утра, снежок. Я смотрю, прям уточка себя очень прекрасно вообще, знаешь, чувствует. такое ощущение, что ей очень нравится. Да, что ее именно для этого и приготовили. Это, как помнишь, в старом советском фильме на машине вот этой вот тройки трус, балбес и бывалый, они этого какую-то фигурку Лани, которую в прыжке постоянно тоже снимали с собой, забирали, чтобы никто ее не украл. Главное, чтобы у тебя также не было. Увидел, что красиво, и да, я очень за это переживаю, поэтому ставлю машину передом куда-нибудь в незаметное место. Чтобы никто не догадался. Ну, а мы двигаемся далее. Как известно, сейчас большинство торговых центров пропускают людей, желающих посетить это заведение, а также покупателей, только по предъявлению QR-кодов. И это занимает очень много времени на проверку, пока его отсканируют, пока сверят все данные. Но время не стоит на месте, и уже появились технологии, которые жизнь нам
облегчают. Компания Pромобот разработала сервисного робота, который проверяет действительность QR-кодов у сотрудников и посетителей технопарка Morion Digital в городе Пермь. Более подробно с функционалом электронного помощника ознакомилась наша коллега Марфелина Алексеева. Инновационная разработка оснащена сканером документов. После считывания QR-кода робот моментально сверяет код с базой госуслуг и просит подтвердить паспорт. В случае несовпадения QR-кода с данными паспорта или предоставления постороннего QR-кода робот сообщает о неточности ответственному сотруднику. Компания Pромобот разрабатывает сервисных роботов. Несколько недель назад мы закончили разработку нового робота Pромобот. Наши роботы размещаются в местах повышенного скопления людей, например, торговые центры, бизнес-центры, аэропорты, школы, заводы. Соответственно, робот стоит на проходной или в холле, просит посетителей предъявить QR-код. Среди положительных качеств способность функционировать в течение 10 часов без подзарядки, а также невозможность распространять инфекцию. Это актуально в связи с тем, что робот не может заболеть, он всегда на работе, он полностью автономен, то есть он может работать без присутствия людей. Также он не распространяет болезни, и также он может консультировать как по вопросам здравоохранения, так и по вопросам, где взять маску, куда пройти, куда стоит обратиться. Да, раньше приходил, никто меня не встречал, а здесь меня встречают с распростертыми объятиями, просят предъявить мой QR-код, и система пропускает меня. Хорошо, что он у меня есть. И я считаю, что такая технология – это большой шаг в будущее, так как мы в 21 веке живем, это век как раз-таки каких-то новых технологий, новых изобретений. Крупнейший производитель сервисных роботов в Европе, компания Pромобот, была основана в Перми в 2015 году и является резидентом Сколково. Офисы компании расположены в Перми и Владивостоке, а также за рубежом в США и Гонконге. Как сообщила компания, помимо Перми, подобные электронные проверяющие в ближайшее время могут появиться в Москве и Санкт-Петербурге. Марфелина Алексеева, Эдгар Николаев, Якутск. Это опасно, я могу. Доброе утро, дорогие телезрители. Мы желаем всем отличного, продуктивного дня. И хотелось бы также рассказать про еще одну дату. В эти дни свой юбилей отмечает Торгово-промышленная палата Республики Саха-Якутия. Сегодня у нас в гостях Марина Богословская, президент Союза Торгово-промышленная палата Республики Саха-Якутия. Марина Олеговна, доброе утро. Доброе утро. Расскажите, пожалуйста, что за круглая дата в этом году как раз-таки у Торгово-промышленной палаты нашей республики? Да, на самом деле в этом году юбилей у Торгово-промышленной палаты нашей республики. 30 лет нам исполняется. Кроме этого, такую же точно круглую дату отметила в этом году, вот в октябре месяце, Торгово-промышленная палата Российской Федерации, которая является нашей головной организацией. Ну а мы, вот, соответственно, региональные представительства, региональные палаты. Нас по России более 170, и плюс к региональным и муниципальным торгово-промышленным палатам еще 450 организаций предпринимательских. То есть это большая система, она так и называется, система Торгово-промышленная палата Российской Федерации. 30 лет – хорошая круглая дата для того, чтобы, может быть, рапортовать о каких-то успехах. Но мы работаем с предпринимательским сообществом, прекрасно понимаем, что в нынешних условиях предпринимателям нелегко. Но, тем не менее, мы не можем проигнорировать, да, вот эту круглую дату. И мы запланировали ряд мероприятий, которые проведем вместе с предпринимателями, членами нашей палаты. Ну, о них я чуть-чуть попозже, наверное, расскажу. А что вот как раз-таки входит в функционал Торгово-промышленной палаты? Чем она занимается? Ну, Торгово-промышленная палата – это крупнейшее предпринимательское объединение России, ну и, соответственно, нашей республики тоже. В состав нашей палаты входит порядка 280 предпринимательских организаций, союзов, некоммерческих организаций. И основная задача Торгово-промышленной палаты – быть таким проводником, коммуникатором между предпринимательским сообществом и органами исполнительной, законодательной власти, представлять интересы предпринимателей и, прежде всего, создавать условия, площадки для развития бизнеса. А вообще вот любой предприниматель может стать членом Торгово-промышленной палаты? Или есть какие-то условия, или какой-то конкурс? Нет, да, абсолютно любой
предприниматель молодой, вот у кого стартап, или там он является самозанятым, индивидуальный предприниматель, руководитель общества с ограниченной ответственностью, руководитель НКО, который также ведет и имеют по закону право вести коммерческую деятельность. Любой предприниматель может написать заявление и стать членом торгово-промышленной палаты. Ну, решение, конечно, принимается правлением, мы голосуем. Ну, как правило, никому не отказываем, мы всем рады. А что дает вот вступление в торгово-промышленную палату? Вот, ну, в большинстве Для тех же предпринимателей. Да, это хороший вопрос, потому что, становясь членом торгово-промышленной палаты Якутии, предприниматель получает доступ не только к нашим ресурсам, но к ресурсам торгово-промышленной палаты Российской Федерации. То есть он попадает и в реестр ТПП РФ и становится вот обладателем права быть представленным и воспользоваться услугами, которые представляет как региональная палата, так и российская. Несмотря на то, что 30 лет, ну, это кто-то может оценить как небольшой срок, на такой небольшой период вашей работы, но он как раз-таки выпал на непростые времена. Первое, это, то есть становление проходило в период перестройки, потом было у нас несколько кризисов, обвалов рубля, и вот сейчас пандемия, которая очень проявила себя и ударила по предпринимательской деятельности для многих. Да. Как вы справились? Но я начну с небольшого экскурса исторического. На самом деле торгово-промышленная палата, сама система, существует гораздо дольше, чем 30 лет. И первые исторические факты о попытках объединить ну тогда не предпринимателей, а вот купцов, людей, которые занимались торговлей в основном, да, производством каких-то товаров, они существовали еще при Екатерине Великой. Затем как-то вот и в истории такой случился провал. У нас нет достоверных фактов, как это все развивалось. Но в 1917 году была попытка вот создания торгово-промышленной российской палаты. Но она опять-таки закончилась ничем, потому что случилась революция. И только в 1921 году уже была создана примерно похожая на теперешнюю современную систему торгово-промышленных палат. Ну, а то, что вот мы говорим о 30 лет нашей палате, Российской палате, это история 1991 года, когда вот система торгово-промышленной палаты была создана именно в таком вот в современном виде. Но опять-таки 91 год, опять, да, кое-что происходило в стране, да, и опять всем стало немножечко не до этого. Поэтому закон о торгово-промышленных палатах Российской Федерации, он вышел в 1993 году. Вот, то есть 2 года понадобилось на то, чтобы встать на ноги, да? Да, ну чтобы закрепить это законодательно, чтобы у нас появились какие-то инструменты для того, чтобы двигаться дальше, развиваться, именно развиваться как предпринимательская структура, направленная в своей деятельности именно на поддержку, на развитие бизнеса. В настоящее время все региональные палаты работают по так называемому стандарту, который нам трактуется нашей главной организацией, и он дает нам возможность оказывать услуги сертификации, экспертизы, обучающие услуги. Мы консультируем предпринимателей, оказываем юридические услуги, а также активно занимаемся выставочно-ярмарочной деятельностью. То есть предоставляем предпринимателям площадки, где они могут и выстраивать коммуникации, искать партнеров, а также демонстрировать свои достижения. Вот как пандемия отразилась? Да, ну вернемся к пандемии. Конечно, бизнес терпит потери. Мы это видим, да, ну, немногие, ну, к сожалению, есть предприятия, которые не выдержали вот этого тяжелого периода, закрываются или уходят в некий другой формат деятельности. Мы всячески стараемся предпринимателей поддержать, и у нас в палате сформировано достаточно мощное экспертное сообщество. Мы участвуем в оценке регулирующего воздействия тех нормативно-правовых актов, которые принимаются как на российском уровне, так и на региональном уровне. И мы пытаемся мнение и пожелания предпринимателей облачить вот в некое экспертное такое вот заключение и донести мнение бизнес-сообщества до органов исполнительной и законодательной власти. Скажите, ну несмотря на сложности, вот какие интересные проекты сейчас реализуются в торговой Наверное, был промышленной какой-то
как во время оттока некоторых организаций и приток, те же самые IT, производство тех же Да. маски шьют, когда помните в самом И даже, начале знаете, это- вот несмотря на те печальные вот события, о которых мы говорим, и что вот бизнес несет потери, тем не менее мы, собственно говоря, ежемесячно принимаем новых членов в Торгово-промышленную палату республики. И это на самом деле молодые предприятия, молодые предприниматели со стартапами, которые достаточно уверенно смотрят в будущее. И вот здесь мы им, конечно, готовы оказать всяческую поддержку. И вот насчет новых проектов. Сейчас мы реализуем здесь у нас на территории республики очень интересный проект. Это проект Торгово-промышленной палаты Российской Федерации. И он направлен на поддержку семейных предприятий, семейного бизнеса, на развитие семейных брендов, что, кстати говоря, имело большое хождение еще в царской России. Мы все помним Вот Мармеладовых и пример. так далее. Да, и это был именно семейный бизнес. И мы знаем многих и меценатов, да, и семьи, которые активно развивались, продвигали не только свой бизнес, но и Свою свои, да, и фамилию. свои семейные ценности, свое мировоззрение и так далее. И сейчас этот проект, он стартовал в 2018 году, и он развивается под патронатом президента Торгово-промышленной палаты Российской Федерации Сергея Николаевича Катырина. В нашей республике традиционно сильны вот эти семейные, да, такие связи. Мы очень этим гордимся, ценим, да, и многие наши предприниматели ведут на самом деле семейный бизнес, когда одно, два, вернее, не одно, а два и даже более поколений участвуют, да, Продолжают традиции. продолжают дело, начатое когда-то, может быть, там родителями, а кое-где уже и бабушками, и дедушками. И у нас с большим удовольствием предприниматели этот проект восприняли. И вот уже вот с 2018 года, с первого года реализации проекта, наши предприниматели участвуют в федеральных форумах предпринимательских, которые вот как раз направлены на развитие семейного предпринимательства. И вот в этом году мы как бы усилили эту работу, вот, ну, в частности, и для того, чтобы поддержать предпринимателей, ну и для того, чтобы, ну, вернее, мы откликнулись вот на запрос, который есть от семей, которые участвуют в предпринимательской деятельности. В этом году, в сентябре, мы провели хороший форум предпринимателей семейных, выявили победителей. Мы проводили этот форум в тесном сотрудничестве с Министерством предпринимательства и с Центром «Мой бизнес». Были изысканы средства на то, чтобы наградить победителей, им вручены сертификаты, и, которые они смогут реализовать как раз для того, чтобы вот уже вот в декабре, 23 декабря, за счет этих сертификатов принять участие прямо целыми семьями в Российском форуме семейных предпринимателей в Москве. Замечательно, Да, прекрасно, да. что вы Чудесная поддерживаете перспектива. наших резидентов, а также именно даете возможность продолжать семейные ценности. Мы вас, конечно же, поздравляем с таким юбилеем. Небольшая, но круглая дата. Желаю вам дальнейших успехов, развития. Ну и, конечно же, будем следить за вашими дальнейшими успехами. Да, я, если можно, буквально еще одну секунду, я скажу, какой план у нас на эту... Давайте да. мы сейчас прервемся Хорошо. как раз. И Потому что я бы хотела, может чтобы быть, к нам предприниматели знали, да, присоединился, как мы да. собираемся отметить эту круглую дату. Да, хорошо. Друзья, оставайтесь с нами. Мы вернемся буквально через несколько секунд. Да, прервемся на небольшую паузу. Доброе утро, уважаемые телезрители. Мы продолжаем нашу передачу и наш разговор, диалог с нашей гостьей. Это Марина Богословская, президент Союза торгово-промышленной палаты Республики Саха-Якутия. Торгово-промышленная палата в этом году празднует круглую дату. Еще раз доброе утро. И Доброе вот утро. давайте мы тогда сейчас поделитесь, пожалуйста, на дальнейшие планы ваши и как вы планируете отметить вот свой первый такой юбилей. Да, да. Круглая дата, 30 лет, и мы запланировали достаточно обширный план мероприятий. Стартуем мы завтра, это будет торжественное открытие Дней торгово-промышленной палаты Якутии. Там, значит, во время этого мероприятия мы планируем подписать 6 соглашений с министерствами и ведомствами республики, с которыми мы традиционно ведем совместную деятельность и намерены ее продолжать в несколько обновленном формате. Поэтому такой большой
большое у нас завтра мероприятие. Кроме этого, 2 числа мы подписываем аналогичное соглашение с администрацией города Якутска. Не секрет, что 2/3 предпринимателей республики ведут свою деятельность, проживают в нашей столице, в Якутске. И поэтому нам очень важно выстроить правильные деловые отношения с администрацией города. Ну вот такие у нас планы. Кроме этого, мы запланировали выезды в улусы республики. Мы проведем работу в Намском улусе. Мы встречаемся там с главой администрации, будем принимать участие в работе Координационного совета, посетим несколько предприятий, руководителями которых являются члены Торгово-промышленной палаты. И аналогичный выезд у нас 9 числа запланирован в Хангаласский улус. Но все это будет сопровождаться, конечно, презентацией Торгово-промышленной палаты, наших возможностей, награждением активных предпринимателей. То есть вот такая большая программа. Кроме этого, мы активно ставим перед собой задачу активно работать с подрастающим поколением. В этом году при большой поддержке Министерства предпринимательства, это была наша идея, поддержанная Минпредом, мы оцифровали книгу «Летопись якутского предпринимательства», которая включает в себя историю с 17 века по современные годы. О предпринимателях Якутии. О предпринимателях Якутии, да, о наших тоже меценатах, и много о людях конкретно там написано, о тех, кто и в 90-х годах формировал современное бизнес-сообщество республики. Мы оцифровали эту книгу с прицелом именно на будущие поколения. Им удобнее этот формат цифровой. Этот проект мы реализовали совместно с музеем «Россия. Моя история». И вот уже в рамках Дней ТПП мы начинаем проводить там мероприятия. Это экскурсии, квесты по истории якутского предпринимательства. 7-я школа у нас участвует и студенты колледжей. То есть вот такая, программа. Здорово. Очень интересная, конечно. Вас тоже приглашаем на экскурсию. Спасибо большое. У вас есть потрясающая возможность поздравить своих коллег с вашим праздником. Уважаемые предприниматели республики, я поздравляю вас с 30-летием, с круглой датой, с юбилеем крупнейшего предпринимательского сообщества Якутии. Мы с вами, мы за вас. Мы всегда вам рады. Поздравляю. Марина Олеговна, мы также присоединяемся к поздравлениям. Поздравляем вас, в вашем лице, ваш коллектив. И желаем вам плодотворной работы. Спасибо большое. Спасибо. А мы двигаемся далее и продолжаем наш эфир с очень хорошими новостями. В Республиканской офтальмологической клинической больнице успешно оперировали 3-летнего мальчика и 4-летнюю девочку с диагнозом врожденная катаракта. Это были первые в республике операции по замене хрусталика у малолетних детей. Подробности об этом расскажет наша коллега Кристина Якупова. В Якутии впервые провели операции по замене хрусталика глаза малолетним детям. В Республиканской офтальмологической клинической больнице успешно оперировали 3-летнего мальчика и 4-летнюю девочку с диагнозом врожденная катаракта. Специалисты отмечают, что этот вид операции выполняется практически без разрезов и является малотравматичным. Его проведение столь юным пациентам стало возможным благодаря тому, что больница в сентябре получила новое анестезиологическое оборудование. Современный наркозный аппарат позволяет с высокой точностью дозировать анестезирующее вещество, что крайне важно при работе с малолетними детьми. Операция, конечно, сложная, имеет свои особенности. Конечно, несмотря на то, что у нас достаточно большой опыт в хирургическом лечении катаракты, врожденная катаракта – это все-таки достаточно сложный процесс. И имплантировали мы очень хорошие хрусталики. Впервые в нашем учреждении предзаправленные линзы японского производителя. Эти линзы отличаются тем, что они обеспечивают высокий уровень безопасности самой операции, и высокий уровень безопасности в плане стерильности. 100% паралимпийских спортсменов сборной республики вакцинировались. Спортсмены, которые будут выступать на чемпионате России по легкой атлетике и спортивной ходьбе, прошли вакцинацию. На данный момент члены республиканской сборной готовятся к Кубку России, который пройдет в феврале следующего года. Напомним, что вход в спортивный комплекс возможен только по предъявлению QR-кода. А это означает, что все посетители и тренирующиеся в спортивных и тренажерных залах вакцинированы и защищены в условиях текущей эпидемиологической ситуации. Я считаю, вакцинироваться нужно всем,
потому что вакцинация это не только билет в кинотеатр, там, на каток, да? Это прежде всего бережное отношение к своему здоровью, к своим окружающим и своим близким. Студентка Северо-Восточного федерального университета одержала победу на всероссийском конкурсе с докладом о якутских именах. Четверокурсница филологического факультета Алена Иванова стала дипломантом первой степени по направлению лингвистика Всероссийского молодежного конкурса ЮНЕКа. Во время исследовательской деятельности девушка заметила, что среди населения республики ежегодно растет популярность давать детям якутские имена, связанные с национальными корнями и традициями народа Саха. Вслед за этим вырастает интерес современной науки к человеку как к отдельной личности. На этом у меня вся информация. Коллеги, передаю вам слово. Спасибо, Кристина. В Якутию приезжали многие известные люди, кто-то по своей воле, а кого-то отправляли и в ссылку. Как, например, политического деятеля, революционера Владимира Зензинова. Он 9 месяцев провел в Русском Устье, в ссылке, и в результате написал книгу, о которой нам сейчас расскажут сотрудники Национальной библиотеки. Добрый день. Сегодня мы расскажем об известном политическом деятеле, революционере, члене партии эсеров Владимире Михайловиче Зензинове. За активную революционную деятельность он был трижды приговорен к административной ссылке в Сибирь. Третьим местом его ссылки было определено село Русское Устье на побережье Северного Ледовитого океана. Владимир Михайлович Зензинов писал: «Судьба закинула меня в далекий медвежий уголок на крайнем севере Сибири, в котором мне пришлось прожить 9 месяцев. Я не мог отделаться от мысли, что попал в какой-то странный уголок Древней Руси, сохранившийся на далеком севере как обломок далекой и чуждой для нас жизни. У стариков упорно живет предание о том, что их далекие предки еще при Иване Грозном пришли из России на кочах, то есть кораблях, морем. Живя в ссылке, Владимир Михайлович Зензинов занимался этнографией и орнитологией. За несколько месяцев, которые он прожил в Русском Устье, он собрал уникальные материалы на несколько книг. «Старинные люди у Холодного океана», «В гостях у юкагиров», «Очерки торговли на севере Якутской области». Книги были встречены русской общественностью с большим интересом. Благодаря ему о Русском Устье узнали не только в России, но и в Европе и мире. В Национальной библиотеке Якутии хранится уникальный альбом фотографий Владимира Зензинова из Якутска в Русское Устье. В нем представлены фотографии, использованные в книге «Старинные люди у Холодного океана». Предлагаем всем ознакомиться с выставкой на платформе Академии культуры Google, где представлен дневник Владимира Михайловича Зензинова об укладе жизни русско-устинцев того времени. Ну а в Южной Якутии прошел конкурс в преддверии Дня матери, который так и назывался «Ой, мамочки». Я предлагаю узнать, кто же все-таки стал обладательницей главного приза. В шоу, представленном режиссером Ксенией Путинцевой, участницы удивляли зрителей своей жизнерадостностью, красотой, грацией и талантами. Отложив домашние заботы, мамы с удовольствием вышли на сцену Центра культуры и духовности имени Пушкина, чтобы побороться за звание супермамы. Кроме выходов в дефиле на темы знакомства, домашний образ, вечернее платье, участницы продемонстрировали свои умения петь, танцевать и готовность ответить на самые неожиданные детские вопросы. Над занятиями работала целая постановочная группа. Это педагог по вокалу Усенок Татьяна Вячеславовна, это педагог-хореограф, 2 режиссера работали с мамочками, учили их ходить, правильно держать осанку, передвигаться по сцене, учили их актерскому мастерству, как правильно нужно преподнести себя и показать зрителю. Также у них проходили уроки по мейкапу. Украсили мероприятие творческие номера солистов и коллективов города.
В итоге члены жюри озвучили победителей по номинациям. Самая креативная мамочка Ольга Татькова, самая обаятельная Ирина Гончарова, самая грациозная Галина Назаренко, самая романтичная Екатерина Ланина, самая стильная Арина Миронова, самая харизматичная мамочка Ирина Тарасенко, самая элегантная Ксения Каргополова. Ей же достался приз зрительских симпатий. И победителем конкурса «Ой, мамочки» стала журналист, главный редактор газеты «Индустрия Севера» Елена Проскурина. Просто огромное количество людей работает над шоу, об этом не задумываешься, когда сидишь в зале. И только пройдя вот эти все многочисленные репетиции, пройдя вот это все волнение, все эти этапы подготовки к конкурсу, ты понимаешь, какой это великий труд. Это великий труд вообще работать в культуре, за что я вот искренне благодарна каждому работнику Центра культуры и духовности. Конкурс показал, что творческий потенциал и энергия нерюнгринских мам неисчерпаемы. Каждая участница неповторима и уникальна, поэтому с уверенностью можно сказать, что все они лучшие мамы года. Ирина Кичигина, Захар Головин, Нерюнгри. Ну что, мы желаем, в свою очередь, всем такого же праздничного настроения, как и в предыдущем сюжете. Ну, друзья, мы с вами прощаемся, но только до завтра. Так что встретимся уже завтра, зимой, 1 декабря. Всем пока!